Первый поток этнолагеря «Аланский след» подходит к концу. Вот уже в 4-й раз осетины из разных уголков страны и мира приехали на свою историческую родину. За неделю 25 участников первого потока побывали в красивейших местах Северной Осетии. А сегодня, в завершающий день, молодые люди смогли прикоснуться к родной культуре и традициям в прямом смысле этого слова. Подробности у Генриетты Албеговой. Тесто и правильно распределить начинку. Чтобы пирог получился вкусным, важно учесть каждую деталь. Участники этнолагеря сами пытаются печь. Параллельно девушкам рассказывают о сакральном значении осетинских пирогов. Многие уже не раз сами готовили традиционные блюда Осетии, но признаются, приготовление осетинских пирогов каждый раз как особый ритуал. У меня здесь, в Северной Осетии, живут родственники, и я уже 2 раза пробовала делать сама осетинские пироги, но сегодня они у меня получились особенно красивыми, и я очень довольна. Пока девушки учатся печь осетинские пироги, молодые люди играют на национальных инструментах. Многие из них участники этнолагеря видят впервые, но признаются, их звучание завораживает. Нам сегодня показали, как играть на национальных инструментах, но на гармошке осетинской я умею играть. Мне было 12 лет, когда из Северной Осетии к нам приехала родственница, и она меня научила играть на гармошке. Я за 3 месяца этому научился. С участниками этнолагеря встретился глава республики Вячеслав Битаров. Он отметил, что теперь в Северной Осетии появилось национальное телевидение, и осетины, живущие за рубежом, могут стать ближе. Ребята добавили, что это хорошая возможность быть в курсе событий своей исторической родины. Также выразили желание обучаться осетинскому языку в рамках проекта этнолагеря. И я очень рада в нем участвовать. И, конечно же, хотелось бы приехать еще. Вот. Но единственное, может быть, мое личное предложение к этому, чтобы немножечко удлинить его по времени. То есть, конечно, неделя – это очень-очень мало. Было, конечно, здорово, насыщенно, но хочется немножко еще побольше времени здесь находиться, побольше поизучать действительно язык, побольше изучать какие-то традиции, ценности этого народа, потому что все-таки это наши корни, и прикоснуться к корням – это всегда очень приятно и здорово. Это заключительный день первого потока этнолагеря. Ребята из разных регионов России и зарубежья провели в Северной Осетии неделю. За это время успели посмотреть красивейшие места в республике. Говорят, уезжать не хочется. На земле их предков оставляют частичку души. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии.